Вроде бы как пошло, да? Пошло. Так. Интересно, удастся мне сюда вот залезть на эту лестницу или нет? Это вообще хреново. Не, я сюда не залезу. Неудобно вот на этих ступать. Абсолютно неудобно. Я только хотел вон туда залезть, но тут перил нету. И это невозможно вообще залезть сюда. Ну как можно, но я вот не хочу рисковать телефоном. Тело-то фиг с ним упадет. Заживет, надеюсь. А вот телефон упадет, то может можно и не сделать. Тем более это Realme. Там запчастей, наверное, фиг где не найдешь в сервисах. Фиг кто отремонтирует. Смотрите, какая у нас светлота. Светло стало. Блин, тут ямина такая. Как мне тут перескочить-то, люди? Вниз прыгать. Ох! Коробку ногами толкают. Почему они коробку ногами толкают? Что, может, нельзя понести, что ли? Вот толкают коробку. Так. Я хотел вот по этому озеру пройти, короче. Как туда спуститься? Светлота, видите, какая у нас уже вечер? Блин, тут опять на чем-то. Как мне спуститься? Вон потуда. Сейчас потуда пойду. Сейчас потуда пойду. О, собачьи следы, сколько их здесь. Видите, да? Ну, это когда они были, снег, когда он насыпал последний раз. Ё-моё. Так, вот здесь, я надеюсь, я спущусь. Сегодня что у нас? 28 января, да? Конец уже января. Праздники. Блин, приходится прыгать. Ой, слушайте, тут что, на лыжах, что ли, ходили? Нет, мне показалось. А то раньше по этому озеру и на лыжах ходили. Я помню, брали лыжные палки. И вперед, вперед, вперед. Или вот это же лыжи. Вот это же лыжи, да? Да, ну это такие узенькие какие-то. Или санки это. Не лыжи, похоже. Широкие такие. Ну и вот так вот по этому озеру раньше и на лыжах и ходили, я говорю. Че не ходить? Вот тут в городе, прямо в центре, считайте. Тут лыжню делали. И все, вот, круги начесывай. Да, лето, короче, приближается у нас. Теплеет. И вот светлеет. Все вместе. Отчасти это, конечно, хорошо. Радостно уже на душе. А вот если посюда пойти. Вот посюда. Ой, слышно там, как я хрущу снегом. Сейчас снегом-то никого не удивишь. Бесполезно. Там, говорят, даже где-то в Турции, да в Израиле снег повыпадывал. Представляете? О, Господи! Я чуть не упал. Тут какая-то трещина, что ли? Ё-моё, во льду. Представляете, даже там, вот где-то, где он же на юге Израиль, там даже снег падал. Офигеть, просто. Что-то происходит. А у нас вот такая погода. Теплее становится. Как бы не знаю, будут еще вот эти холода-то или не будут. Ну, может, еще ударят морозики под 40, за 40 градусов. У нас еще февраль месяц впереди. А то что-то слишком рано теплеть начало. Ё-моё. По идее, в феврале еще 50 было раньше.
минус 50. А сейчас 20, сколько было у нас на этой неделе? 25. Но это не очень, как бы. Конечно, хорошо, что это тепло. О, а тут что такое? Давайте я почитаю комменты ваши. Кто что написал. Так, 2 смотрит, 1 лайк. Чат видны. Никто ничего не пишет. Ну, хоть 1 лайк поставили, на том спасибо. Фу, вот ради вас хожу вот по озерам. Тропы здесь прокладываю. Хотя вот тут тропа, ее уже кто-то тут греб для чего-то. Такие вот колеи здесь. Вот такие вот колеи зачем-то наделаны. Вот так вот. Вот мост. Сейчас будем под мостом проходить. Так, ладно, я обратно. Никто ничего не пишет. Я поэтому телефон закрываю. Вот так вот. У меня книжка, чехол книжка. Поэтому я его закрыл. Что там происходит, я не вижу на экране. Ну и мне так удобнее ходить, в принципе. Вот видите, мы прямо под мостом проходим. Еще я вам снимаю. Когда вы еще под мостом походите? А вот там что? Если туда полезть. А, вот там выход уже непосредственно ступеньки. Вот, смотрите, кто-то пиво здесь пил. Пивас. Так, ладно. Вот он такой мост. Мост снизу тоже можно ходить, кстати. Если это магнитные башмаки такие надеть, с магнитом, то можно вот так вот вверх ногами ходить. Он потому что железный. Из железа. Так, ну давайте смотрим. Здесь что у нас? Люди с ближайших домов здесь обычно устраивают каталки. Так, лыжи я, короче, вижу. Вот лыжи. Видно, да? Люди уже на лыжах ходят. Ну, у нас вся вот эта вот лыжная, катальная, коньковая тема, она только где-то уже с конца февраля, наверное. Вот тут защищенная площадка. Кто-то, кстати, недавно чистил. Вот здесь вот видно. И вот это они, здесь будет ледовый каток. Они будут зачищать. Короче, тут транспорт будет сюда выезжать. Вот тут уже чьи-то ездили, да? Смотрите. Вот сделано, удобно ходить прямо. Шикарно вот так вот. И вот вперед можно шуровать. Удобно. Так. Ну, пока я не вижу, вот здесь вот обычно горки делают. Горки. Ну, вот, детские горки, чтобы дети катались. Сейчас посмотрим, там может дальше или где-то. То есть вот тут люди ближайшие домов, они сюда ходят. Прямо удобно им тут. Классно. Вышел, вот тебе водоем. Ну, он такой, тут плавать, конечно, нельзя. Тут вот очистили хоть хорошо, да. В том году на лодках плавали. Вот эти, которые ногами гребут, на них плавали. Тут 2 вида. Одни с веслами, по-моему, да, были, а вторые вот ногами грести. Вот, есть здесь, короче, это каталка-то детская, вот. Вот, видно, да? Тут лед, естественный лед. Вот так вот. Видно, да? То есть можно, в принципе, прокатиться. И высотой эта горка 1,2 метра, да? Вот такая. Ее еще здесь поливают водичкой, чтобы она, ну как, кататься удобнее было, да? Сами понимаете. Воды сюда притаскивают, поливают, и вот можно. Вон аж докуда улетают. Ну тут вот эту вот картонку берешь просто, поджопник, и покатил. Можно так скатиться, кому не жалко свою куртку.
Так, ну вот, короче, у нас вот такие дела. Что вам еще рассказать? По ситуации да, всем известной. У нас сейчас какие-то пики, все больше и больше этих заболевших. Половина людей отправили на удаленку. Дети тоже учатся на удаленке, дома сидят онлайн. И такие вот вещи творятся, короче. Поэтому машин меньше ездить стало. И, соответственно, воздух чище. Что очень хорошо. Поэтому можно погулять. Вот сегодня пятница. И вот тут каток будет. Тут каток будет. Вон там уже кто-то катается с горы. Детишки пришли тут рядом, вышли вот с этих домов. Вот дома здесь, вот дома, да? Они тут выходят, и вот это сразу горка такая вот. Хорошая горка причем. Так. Ну и здесь вот будут разгребать, я не знаю, когда в феврале, да, наверное, уже будут разгребать, чистить, значит, от снега лед, и вот будет тут каток. Приходите сюда со своими коньками, можно, ну, естественно, пункт проката будет работать, где можно будет коньки взять на прокат. Так, ну что, долго мы идем? Телефон у меня замерзнет, не замерзнет. Так, ну и вот тут вот для спецтехники сделан такой вот съезд, вот это вот съезд. Тут даже частично заасфальтировано, бордюр. Техника, которая будет тут зачистку делать, трактора там какие-то, еще что-то, не знаю. Вот. Короче, вышли мы на улицу Короленко. Кто знает, кто не знает. Ух, сколько у них тут целый ряд этих мусорных корзин-то, а? Ё-моё. Сколько мусора производят люди, а? Вот что значит нету переработки нормальной вторсырья. А это, по сути дела, все куда-то туда, в отходы, в навалы скидывают. Вот тут дорогу даже посыпали этим песочком. Замечательно. Ну, как замечательно. С одной стороны, конечно, вид не очень такой красивый, да, потом песок. Это плохо, он потом летом начинает разлетаться. И так песка достаточно в городе. А потом это от машин еще все вместе с этой грязью, все это в воздухе. Это все поднимается, и вот этим дышать приходится. Если ты летом из города никуда не уехал. Да, а еще пожары вот эти вот. Ох, как я вспомнил, вот прошлый год, это какой-то ад, конечно, был. Какой-то ад. Этот смог постоянный. Ужас. Просто какой-то ужас. Ой. А в этом году что будет? Неизвестно еще. Ну, пожары, они каждый год пожары. Ну, будут, только в каком количестве, конечно. В каком количестве, вот вопрос. Вот вопрос. Так, я хочу тут куда-то зайти, потому что телефон у меня уже, я чувствую, промерз. Надо его зайти и отогреть. Тут немножко. Вот тут какой-то был магазин. Вот здесь вот продуктовый магазин. Я, наверное, сейчас туда зайду. Так, вот тут машины выезжают.
с этого проема. Надеюсь, вас там не сильно трясет. Так, вот он. Яр все. Я раньше туда ходил. Цены тут, конечно, такие высокие, как бы, но это вот ближайший к дому, как магазин считаются. Тут никогда цены низкие не были. Хотя в начале, когда они открылись, они заманивали низкими ценами. А сейчас уже, по-моему, вот можно зайти, глянуть, что такое. Вот надо идти. Кто что пишет? Привет, холодно очень. Привет всем, Глеб. Наконец-то страшная погода закончилась. А неизвестно еще, может еще похолодает. Черт его знает. Так, что, сгущенка 121 рубль. Ё-моё. Что за цена-то? Так, а хлеб почем здесь? Хлеб. Луковые кольца. Ой, 29 рублей. Где тут хлеб-то? Жевательный 422 рубля. Такая вот 600-граммовая. А это что? Кукурузные палочки 181 рубль. Какие дорогие. Так, кока-кола. Сколько она? 164 рубля. 164 рубля. Обалдеть. Кока-кола, газировка 164. Молоко почему? Смотри, вот это да. Молочный дождик. Да, 90 рублей точно. 30 рублей. Плюс. Так, вот хлеб. Потому что можно на молококомбинате купить 30 рублей. Сколько он стоит? Бесценные. Цен нету. Сколько вот такой батон стоит? 67 рублей. 400 грамм. Ё-моё, вообще обалдеть. Тут, конечно, цены зверские. Я офигею. А рыбка сколько? Вот такая рыбка копченого. 2 рыбки такие вот. А 3 ряпушки. 195 рублей. Кило получается у нас 664. А это что такое? Набор к пиву 103 рубля. Вот, к пиву можно взять набор из сиговых рыб. Такой можно взять. Ну, вот это еще. Ну тут опять вот эти части, где голова у них 300 грамм, 103 рубля. Все в масле. Что тут еще есть? Больше ничего не знаю. Ну, короче, понятно, тут все дороже. Ходим отсюда. Ну-ка, сколько такой рулетик? 80 рублей. Отдурить. Цены. Кошмарные какие-то. Кошмар цены. Ужас. Тихий мандраж меня схватил. Ну, это центр, да, вот здесь вот все так дорого, кстати. Вот тут даже в большой магазин зайти, если... О, Господи. Барбос. Он привязанный. Только привязал и пошел куда-то. Ох, вот так. Так, рыбу. А мне надо вон туда, вон. Вон туда мне надо. Что я должен делать? Так, знак перехода.
искать надо. Когда машину проедут. Этот поворачивает. Давай, есть, быстрее. Быстрее, есть пока. Нету перехода, ё-моё. Где я должен тут переходить? Куда-то идти на край. Непонятно чего. Так, вот. Вот тут пустырь какой-то. Тут была раньше детский садик вот здесь был. Вот на этом месте такая однушка. А вот здесь вот она была. Ее, короче, к чертям снесли. И сейчас тут пустырь. Так, ну что? Вот тут как мы пройдем здесь? Смотрите, какие леса здесь. Такое снежное. Классно, да? Хотя сейчас снегом я говорю, никого не удивишь. Но все равно, да, прикольно, да? Ну, хоть для истории поснимать. Как у нас зимой было. Вот тут столб падает, смотрите. С проводом. А провод куда-то туда уходит. Тут меня не долбанет током, а? Слушайте. Я боюсь. Так, вот теплотрассы. Вот одна труба, да? Мне надо ее туда, чтобы перелезть, надо мне ее. Так, тут можно упасть. Она скользкая, я думаю. Так, осторожно. Опа! Хорошо, у меня ноги длинные. Я просто ее перешагнул и все. Так, теперь следующая полоса препятствий. Вот теплотрассы. Но по ним уже поверху не полезешь. Придется вот нагибаться и вот так вот рачком. Ой, боже мой, господи. Я даже на коленке, слушайте, люди добрые. Ё-моё, смотрите. Вот так вот я на коленках ползу здесь, как собака. Ебать, извиняюсь. Я так никогда в жизни не делал. Ужас. На коленках. Капец. Так, отряхнуться надо, ё-моё. Ой. Айси, привет, Тима, и всем привет, да. Хреново видно. А чё хреново-то? Привет, я сзади тебя стою. Привет, шутка. Ага. Наконец-то страшная погода, да, закончилась. Да, неизвестно еще. Так, еще февраль, посмотрим. Привет, Тима, всем. Дорого у нас в порту дешевле. Да, я что-то вон туда зашел, вот в этом доме магазин ярче. Там эта цена вообще космос. Молоко на 30 рублей дороже, чем вот в молочном дождике то же самое. Пойти купить на 30 рублей пачка. Ну что, с дубу рухнули, что ли? Ну, наверное, тут такие жильцы богатые, я думаю, которым позволительно не задумываться насчет цен. Это же хорошо, когда вы не задумываетесь насчет того, сколько что стоит. О, торговый центр «Вектор». Вот я там ни разу не был. Точно, я уже там несколько лет не был. Серьезно вам скажу. Вот здесь вот 5-я школа, вот за 5-й школой средней, вот это тут «Вектор». А у них еще елка здесь. Ё-моё. А, кстати, елку убрали с этого. С площади Ленина. Не знаю, как с площади Орджоникидзе убрали, нет? Но тут елка, вот она сама. Еще стоит. Так, а тут что у нас? Торгово-выставочный центр. Ёшкин-кошкин. Торгово-выставочный. С Новым годом. Смотрите, в Якутске еще новогоднее настроение присутствует. Но вообще-то 1 февраля же будет этот китайский Новый год. Кто будет отмечать? Год тигра наступит. Поэтому, в принципе-то, пускай стоит до 1 февраля. Так, что тут проверяют эти? Вот туда дальше проверяют.
Я говорю, я тут лет, наверное, не был. Честное слово. Тут продуктовый у них был. Он так до сих пор и есть. Продукты. Смотри. Тут ловит, интересно. Тут дом-то может экранировать запросто. Так, что интересно? Ничего не вижу. Так. Ну, оно все так же, как и было, да. Я помню, раньше вот там был овощной отдел. Вот тут выпечка продается, всякая сыры тут. Ну, цены такие вот 1169, 1100, 858, 819, 779. Ну, нормальные цены. Хорошие. Вот тут было овощное. Сейчас тоже. Они сейчас просто сам накладывают. Самоскрываю. Ну, почем тут у них яблоки? 109 акции. Такие мелкие. Вот. Сейчас. Леонид Лобоприт, ты где? Это мы в торговый центр «Вектор» зашли. Веселый, да, не говорите, пролазил на корячках. Привет, дневник коренного крымчанина. В Симферополе плюс 7. Ух ты! Тоже холодно, да? В принципе. Или тепло. Ну, для января, по-моему, плюс 7 нормально. У нас яблоки по 109 рублей. А вот такие по 187. Так, акция мандарин 249. Вот такой вот. Это откуда его привезли? Так, апельсин 144. Тоже акция. Но я их пробовал, они уже такие лежали. Уже почти засохли. Так, ну что-то мне полезло здесь. О, все. Иван Чувашов, привет, Тима. Привет. Так. А это что такое у нас? Грейпфрут. 250 рублей килограмм. А такой 1,93 рубля. Но он тоже лежал какой-то уже сплеснутый. Сколько времени непонятно. Так, а это что такое? Кокосы даже есть. Ё-моё, кокос. 192 рубля. 71 рубль вот такой. А такой 55 рублей. 192. Кокосы дешевые, слушайте. Лимон 308 рублей. Вот такой вот большой кило. Лайм. Типа лимона что-то, да? Мелкий такой. Упаковка такая 472. Так, что там еще хорошего? Морковь, морковь посмотрим. Ух ты, морковь по акции подешевела, налетай. 128 рублей килограмм. Морковка вот такая вот очищенная, да? 128, умытая. 64 рубля. Полкило стоит. 128. Морковь-то надо есть. Она же полезная, там каротин. Это что такое? Свекла 82 рубля. За сутки выявили 2008 человек заразилось. Ну да, у нас сейчас вся статистика бьет наверх. Это что такое? Сельдерей, корень 544 рубля. Ё-моё. Перец 378 такой. Капуста цветная 338. Пекинская 203 рубля. Упаковка. Сколько здесь вес-то какой непонятно. Помидор 341. Так, это что, томат 338. Огурец 310. Саюри, это что, местные что ли, да, огурцы? 310 рублей кило. Огурцы мело. ООО Саюри. У нас где-то под Якутском. А капуста, капуста тоже подешевела, 114 рублей кило. Это такой качан один, 300 рублей стоит. Вот такой, 300 рублей капуста. А это что такое?
Капуста какая-то темная, 155 рублей. 397 рублей качан капусты. А картофель сколько? 69,90, 70 рублей килограмм. Но он тут мытый, в принципе, нормальный. 79 рублей вот такая. Кило 100 граммов. Блин. Так, это тут такой картофель тоже прикольный, да? Он мелкий. Цена 177. Картошкой в мундире, да? Отваривать или ингаляцию делать под ним можно. Ух ты, а это что? Это с Израиля картофель. Смотрите. Откуда нам картофель привозят с Израиля. 226 рублей. Картофель, фасованный Израиль. Видали в Якутск, откуда везут? Даже с Израиля везут картошку. Вот она, конечно, хорошая здесь. Но стоит она за кило 226 рублей. Так, лучок. Лучок почем? Лучок у нас по 79 кило. 79. Вот так вот. Такие вот овощи. Картофель белый 69,90. Подешевело, да? Что-то налетает. Желтый ценник. Так. Ну тут это всякая лабуда. Хлеб, посмотрим, сколько стоит хлеб. Всех интересует хлеб, буханка хлеба. Вот такая 600 граммовая стоит. Где цена-то? А, вот 49 рублей. Вот такой вот. 650, да? 58 пшеничный. 49 рубля пшеничный, первый сорт. Так. Такой 44. 700 граммов. Так, а батоны. Батон Михалыч 300 грамм 49 рублей. О. Короче, там, видать, связь плохая совсем. Что-то вырубила я, короче, отсюда выхожу. Выхожу отсюда. Так, что появилось? Как меня видно? Там, видать, я зашел. И вот плохая связь была в этой части задания, где хлеб. Макарова, привет, добрый вечер. Я только что, да, привет, Макарова. Так, а тут что у нас? Здесь, книжный маркет. Книжный маркет. Здрасте. Тут я когда-то записную книжку покупал с этими буковками. Когда-то мира коронавируса. Что-то мне жарко уже становится. Сейчас бегло пройдем по зданию. Что-то тут связь прерывается, похоже. Экранирует сигнал, похоже. Поэтому плохо. Удлинитель с кнопочками, кстати. Интересно, можно каждый это включать, да? И DC 5 вольт Китай, чистый такой, залимый. И вот такой вот есть. 600 рублей. Китайская, понятно. Ну, ошейник, да, на шею. Кому такой цепь? Цепь для собаки.
Собачья цепь. Все понятно. Так, и что там еще у нас аптека получается? Там Ганза. Здесь. А здесь что? А здесь для творчества все. Учур магазин. Камушки какие-то. Все подряд, короче. Так, ладно. Что-то мне жарко становится. Надо еще давайте наверх пройдем, так бегло подымусь и спущусь. Натуротерапия. Натуротерапия. Пилюли белый феникс. Пилюли это от всего. Пилюли. Крема какие-то. Оригинальные букеты из мыла ручной работы. Так, снижение веса. Давайте наверх. И тут можно вот так вот подняться. С этой стороны от магазина. Раньше я сюда ходил довольно часто. А уже лет 5 не ходил. Мне просто интересно, что изменилось. Так. Сантехника. Ну и там одежда. Вот тут елка даже у них стоит. Ё-моё. У них еще новогодние украшения. Здесь. Обалдеть можно. Люди не хотят расставаться с праздниками. Видать, у них были хорошие времена. Покупали, а сейчас, конечно, деньги кончились. Что за изображение тормоза? А, это я в доме хожу, надо выходить, короче. Капуста красная у меня, дача до сих пор не свою капусту, картошку, морковь, свеклу. Очень интересно узнать цену. Я, если сказать, что матом не могу сказать. Ну да. Вот такие цены на овощи по всему Якутску, в общем-то. Что ты на рынок придешь, что в магазине. Ну, где-то чуть дешевле, где-то чуть дороже. Так, вот, короче, тут магазин, одежда такая. Там тоже магазин, тут магазины. Вот на 3-й этаж. Можно посюда по ступенькам пойти. Людей-то совсем нету, слушайте, а? А тут вообще пустые вот. Конечно, столько торговых точек по городу. Новый год у них тоже еще. Тут мишура висит. Там магазин. Здесь магазины. И там, вот, смотрите, тоже Новый год. Там тоже елка вдалеке. И до туда дойти. Кадастровая работа. Это уже в аренду, похоже, всем подряд дают. Приемчики там на ремонт. Мир кондитера. Ну, парикмахерская. Мужской зал. Никого нету. Вот здесь вот елочка. Елочка, еще одна елочка. Тут 3 елки получится. Игрушки даже висят. И посмотрим на улице, что творится. Уже стемнело. Сейчас будем выходить, короче, наружу. Тут туалет. Кому нужен бесплатный туалет, вот здесь вот можно зайти. Не только на поверхности. Ни одного человека нет.
из посетителей. Хотя сейчас пятница, в принципе, люди по магазинам могут ходить какие-то. Никого нет. Что толку здесь это? Сколько помещений. Тут вообще вот это все закрыто. Наполовину закрыто все. Выход вот туда. Короче, будем спускаться. Вот тут посюда пойдем. Здесь диаметр меньше. И быстрее ступенек нет меньше. Вот тут смотрите, какая плитка. Здесь типа кирпича камня. Ладно, давайте. РКБ заберем. Надо его поближе. Все серьезно. Где мои? Вот это. Смотрите. Сейчас я закрою. Мы на улицу уходим. Сейчас закрываюсь. Это такой при входе тепловентилятор. Конвектор называется. Видали, да? Так, тут все написал. Я пойду. Ага, я слышу тебя. Хорошо, ладно, все, выходим. Тут шумно. 28 числа сегодня вот еще елки в городе, ну и мы вон туда пойдем. Сейчас я вас дворами проведу. Темнеет на улице. Уже сколько? Часов 5, наверное, да? Уже где-то поролон взял. Мне тоже, кстати, поролон нужен. Подложить надо на кровать, а то жестко спать. Хотя поролон уже, говорят, вредная, да? А вот это вот 5-я школа здесь. Вот она, 5-я школа. Кто знает. Это в центре, вот туда, если выйти, там уже улица Орджоникидзе и площадь Орджоникидзе. Но мы туда не пойдем. Ну вот сюда пойдем. Здесь находится, вот я вывеску прочитал, Домофон сервис, организация. Вот. Так, а вот у этого дома, похоже, свое отопление. Газовый котел, он там наверху, видите, да, дым идет, пар, не дым, а пар. Видать, там они таким образом экономят, денежки свои не платят. Вот это вот каждый месяц плату за тепло, да, соответственно, только когда у них расход есть по газовому счетчику. Так. Хороший дом, он, кстати, невысокий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 этажей. 8, по-моему, да? Ну, вот этажность, по-моему, максимальная, какая может быть в Якутске. Так, а если, ну не знаю, я сплю на поролоне, но некоторое время поролон над тобой смягчается и будет видно, где ты спишь больше и в какой позе. Да, он проталкивается. Ну, потом это химия, как бы. На этой химии спать тоже как бы не очень. Лучше перину, конечно, такую соломенную, знаете, да, из соломы взять, набить ее. Вот это вот будет классно. Надо солому летом будет заготовить, пойти куда-нибудь на луг накосить и это самое, перину сделать соломенную. И дышаться будет вообще классно, знаете, да? Чем вот это вот всякий поролон, там вот это вот вся ерунда вот. А что такое здесь? Вот это вот, кто знает,
Что-то похоже на мангальную зону, да? Точно? Ой, это же мангал. Эти жильцы этого дома себе тут мангальчик устроили. Смотрите, видите, да? Это похоже, вот тут выход трубы, да, идет. Ну вот, а тут этот делают костерок. Тут типа стола такое не сделали. Ну молодцы. В Якутии сейчас не холодно, только минус 33. В Красноярске минус 15. Ты ездил в Красноярск? Ну, я был пролетом, да, там. Как бы специально не ездил, но был пролетом. Летом пару раз. Так, как бы садились, видел город сверху. А нет, слушайте, я был в Красноярске, был, серьезно. Проездом мы были, на ЖД вокзале останавливались, в Красноярске были, да. Мы доходили даже в Красноярске до центральной площади там, ага. И куда-то заходили еще. Там у нас было полдня, по-моему, да, и мы успели походить немного. Или 6 часов, я уже не помню, ну, между поездами, потому что мы пересаживались. Ну, короче, вот эти вот жильцы этого дома вообще шикарно тут устроились и живут. Смотрите, у них вот такой вот, совсем вот пример. Это мангал здесь вот. Они тут, видать, шашлычок делают. Там и тому подобные вещи. На гриль-решетке могут что-то жарить. Молодцы. Вот люди, видать, скинулись, и не надо за город ехать никуда. Так, тут куда пройти-то? Туда, что ли? О, смотрите, а тут вида сколько натекло. Ё-моё. Это вот теплотрасса, да, идет. И смотрите, воды сколько. Это вот замерзшая вода вся. Там где-то дырка в трубе. И она с нее вытекла. И текла довольно долго. Раз столько. Так, что там пишут-то? Почитать еще. Чат, видны все сообщения. Простите за мои ошибки, спешила Ася. Ну ничего страшного, я тоже ошибки пишу. Так. Ага. Так, ладно, давайте. Ух ты, велосипедисты даже есть. Смотрите. На велосипеде люди катаются зимой. Собачку выгуливают. Ну, конечно же, за собачкой, естественно, не убирают. Видно, собачка там нагадила, но, естественно, что сделаешь. Собаколюбы у нас это все тут права. Ух ты, у них тут площадка даже есть вот такая вот, смотрите, детская, да? Еще вот такие вот дома здесь шикарные тоже. Там такая малая, ну не высокие дома, да, вот 8 этажей тут. А тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот тоже вот. 8-этажечки. Ну, вот максимум, наверное, что для Якутска надо. Даже вот лифт сломается на 8-й этаж. Проще подняться, чем там на 15-й какой-нибудь. Да? А вот что за гора. Гору кучу снега, смотрите, какую нагребли. Так, как пройти? Вот сюда, давайте пойдем посюда. У нас сегодня день непроходимых хождений. Так, о, а это знаете, что такое? Тут какой-то вот этот коллектор или что, вот видите, да, трубы заходят. Там что-то заворачивает, что ли. Коллектор, понятно, да? А вот это вот такая вот теплотрасса. То раньше делали такие, видно, да? На сваях, блин. Но сейчас, конечно, все экономия, поэтому такой роскоши уже для теплотрассы не позволяют делать, чтобы вот такой переход буквально как бы был. Там внутри можно и жить. Так, и мы с вами выходим вот сюда вот, да? Это теплые гаражи. Вот такие, смотрите, какие. Тут вообще можно... Высокий какой, а? Метра 4, наверное, да, я думаю. Точно метра 4 высотой гаражи.
Сюда можно вообще мощные машины заводить. Ну, вот это улицы по дома по Петра Алексеева, вот эти вот. Кстати, он сколько? 1, 2, 3, 4. Четырехэтажная. Четырехэтажная КПДшная застройка. Это у нас 70-е годы получается. Этот 70-х годов дом. А потом уже стали выше стоить пятиэтажную застройку. А тут, смотрите, вот это вообще вид какой-то апартаменты. И, наверное, вот эти гаражи, это тоже тут, тоже их. Когда пойдешь в улицу Калица, так я ходил же там уже. Я там часто хожу на Калицу. Смотрите, а там наверху вон огни горят. Там, наверное, этот, как он, пентхаус, да? Обычно на последних этажах. Только здесь, конечно, вид дурацкий. На гаражи, на сараи. Обычно в пентхаусах там еще вид должен быть шикарный. На какой-нибудь луг, там, речку. Чтобы так смотреть и расслабляться. Да? Или вид на море. Так, вот. Там машина едет. Она в другую сторону. Так. Вот мы сзади домов, которые на улице Петра Алексеева находятся. Мы сейчас входим с вами. Вот такое здесь устройство у них. Так вот они тут живут. А здесь что у нас? Студия какая-то. Кокос. Студия красоты Кокос. Господи. Также здесь у нас стоматология. Евростом. 7 шагов теперь здесь. 7 шагов. А это что за 7 шагов? Магазин, что ли? Продукты. Точно. Аленкмел Тима, осторожнее с соломой. У вас водятся грызуны, переносящие псевдотуберкулез, и они заражают этой опасной болезнью. Ну, прямо у нас какие-то... Там зимой все промерзает, все микробы умирают. Вы что? Нет у нас таких страшных вещей. Прямо тут псевдотуберкулез. Что это такое вообще псевдо? Так, вот мы куда-то вышли, я уже сам даже не знаю куда. Это что тут за дом? Все понял. Вот это РИА здесь. Агентство. Здесь где-то РИА. Агентство было раньше. Агентство недвижимости. Все понял. Так, вот что я нашел. Это для птичек. Иван Чувашов. Для птичек это кормушка, смотрите какая. Дали сколько снега. И там кто-то ложит корм сюда. Смотрите. Корм, и они тут подлетают и едят. Хотя у нас одни воробьи, наверное, выживают зимой-то. Они где-то там на чердаках, на крышах. Ё-моё. Ну давай, проезжай. Не пройти надо. Опс. Шагать приходится. Вот смотрите, какие колдобины здесь. Вообще так можно долбануться конкретно. Они еще скользкие. Машины наездили. Тут большой транспортный поток. Тут у нас улица Петра Алексеева, улица Пояркова. А вот дофига машина, все жить. Так. О, Сбербанк. Природа у нас очень красивая, а кто ее губит? Ну, кто губит? Люди сами губят своим нерациональным землепользованием, там, загрязнением, своими отходами. Вот мы губим сами выбросы. Конечно. Где нет людей, там вообще классно. А где люди появляются, там сразу
начинается. Если люди за собой не смотрят, не убирают, не начинают гадить, везде все засоряется. Это факт. Так, вот здесь вот переход. Перекресток Петра Алексеева и улицы Пояркова. Так, быстренько. Машины стоят, видели? Так, умный светофор, 20 секунд еще. Так, и нам надо зайти еще куда-то. Куда-то зайти. А куда зайдем мы? Я не знаю. Давайте сюда. А вон туда еще пойдем. Дворами, я думаю. Пока посмотрите. Здесь что и как. Лучше молчать, конечно, во время того, когда переходишь дорогу. Это факт. Все, прошли, теперь можно и говорить. Так, а здесь что такое? Сочный комиссионный лимон. Тут что, они про 24 часа даже, елки-палки. Комиссионный магазин, который работает 24 часа. Но это вообще уже. Торгтехсервис. Торгтехсервис, какая-то фирма. Не знаю, чем они здесь торгуют. Ну, вот это улица Петра Алексеева. Вот она. Вот такая вот улица широкая. 2 полосы в одну, 2 полосы в другую. Кстати, вот на этом месте где-то тут была остановка раньше. Вот здесь, что ли, и ребенка сбили. А один, короче, не вписался какой-то водила и, короче, уехал прямо на людей. Сбил насмерть. И остановку вон туда, вон дальше перенесли. Короче, после этого ужасного случая. Так, ладненько. Ой. Ковыляем дальше по дорогам Якутска. Тут что-то у них даже отлетает уже. А, он держится за счет арматурины. Кто-то долбанул. Машина какая-то ехала когда-то, видать, не вписалась. И бац! Так, ну давайте вот сюда пойдем. Вот эти дома тоже, они такие не новые, они 70-х. Начало, наверное, да, были построены. Но у них отделали, смотрите, как вот балконы такими вот застеклили. То есть тут не знаю, кто им это делал, по какой программе. Или это они сами скидывались, но балконы у них вот так вот красиво сделаны. Ух ты, смотрите, машина здесь вся в снегу. Land Cruiser стоит. Да, такая машина Land Cruiser должна там, не знаю где она. Она должна где-то в теплом гараже каком-нибудь стоять там, ё-моё. Ну или хотя бы в гараже. А тут прямо кинули ее. Так, а я тут пройду. Вот тут много машин, кстати. Это что, Нива еще старенькая, да? Ну, похоже, да? Я особо не разбираюсь. Форма или другая какая-то. Тоже люди бросают машины. О, он молодец, смотрите, гараж прямо вот здесь. Тут дом такой интересный, планировки. Балконы вот такие мощные. И тут гараж. Ну, красиво жить не запретишь. Так, а мы вот здесь пройдем. Тут натоптанная тропинка вообще-то. Я думаю, пройдем. Так. Вот они, видите, раньше теплотрасса такая была. Раньше теплотрассу строили. Прямо целые переходы такие обалденные. Ну, сейчас уже это, конечно, роскошь. Сейчас такие делают тоненькие трубы там. Так немножко это изоляции, пена какая-нибудь запенят.
Так, вот мы вышли. Тут еще один дом. Куда это мы тут вышли? Все понятно. Это детский сад здесь. Детский сад. Вот здесь вот. Оп. А там дальше 23-я школа. 23-я школа вот там дальше у нас. Сейчас мы через нее и пойдем. А здесь детский сад, детский комбинат. Ну, все тут советское еще. Каких-то там 80-х годов постройки. Вот сейчас вот это вот 23-я школа, да? Это здание тоже 74-го года, по-моему, постройки. 1974 года. То есть вот с 74 года здесь стали уже обучать. А раньше школа была 23-я деревянная. Так, видим, здесь выгул собак запрещен. Так, что здесь? Задержаны жители. Это вывеска какая-то. Проход на территорию школы. Вот это школа. Говорю, раньше до нее тут одноэтажка была такая. Где-то рядом. Ага. А потом ее построили. Вот такие вот комбинаты уже стали. Ну, школы такие мощные строить в советское время. Но я думаю, она простоит еще очень долго. Так, вот. Там даже, ну, онлайн школьники учатся. Вот там 3 окна горят каких-то. А здесь у них спортивная площадка. Тут кто-то воткнул вот это вот эти гаражи. Интересно. Спортивная площадка, да? Вот там вот. С той стороны. А здесь вокруг школы дорога. По ней обычно школьников заставляют вокруг школы бегать осенью. Вот, да, вот там вот. Спортивная площадка. Она раньше была без забора просто. А сейчас ее заборчиком обнесли. Видно, нет, что-нибудь. Футбольные ворота вот здесь, смотрите. Довольно приличная, да, территория. Хорошо, что ее никто не застроил все-таки, да? И здесь вот тут это баскетбольная, наверное, да, площадка. То есть у них тут 2 площадки вот такие вот мощные есть, где можно заниматься. Так, вот, давайте мы ее обойдем с той стороны по кругу. Я думаю, так вот обойдем. Может, кому-то интересно. Ну, вот таких и школы, они типовые, и по городу их несколько таких школ. Сейчас уже школы, конечно, по другим проектам совершенно строят. Там такие же какие-то оригинальный дизайн. Все такое. Я помню, раньше даже вот в этих школах жили учителя сами. То есть им то ли жилья не было, то ли чего не было. И вот они жили в каких-то кабинетах, им давали. Я помню, у нас учительница, она жила прямо в школе. Да. А потом переехала в общежитие. Вот таким образом. Да, свет нигде не горит, ничего. Только там в нескольких окнах. Вот такие вот. Она такой буквой, если сверху посмотреть, типа буква Н. Ну, а это знаете, что за штуки такие вот? Это вот? Такие палки вот и это. Там спортзал. И вот этими штуковинами, болтами закреплено кольцо. Кольцо баскетбольное. Вот, и они тут торчат поэтому. Нормально, да? Насквозь так вот просверлили и болты. Ну, зато крепко. Ничего не обломится. Ой, тут какая красота-то у нас. Подсветочка и такой скверик. Шикарно, да?
Ну, сейчас, я говорю, снегом никого не удивишь, там все посыпало. Да, вот тут окна. Раньше окна большие здесь в спортзале были. А сейчас вот интересно, что с ними сделали. Их уменьшили и заложили этим, кирпичами заложили. Смотрите, кирпичами заложили, но почему-то не отштукатурили здесь снаружи. А сами окна вон маленькие. А раньше они были вот со всю эту величину. С этого спортзал там. Так. О, тут у них качели даже поставили. А вот это вот, по-моему, вот это дом художников, что ли. Какой-то, короче, люди искусства здесь. Дом художников. Так, у них тут интересные какие-то, вот я смотрю, инсталляции здесь. Инсталляции. Что-то. Я люблю чего? Я что-то люблю. Вон там видно сердце, да? Ну все уже в снегу. На территорию, кстати, убирают. Смотрите, снег разгребли. Вот вход. И вход тоже, кстати, вот этот навес сделали. Это более последнее у них как бы вот это. И сделали для вот инвалидов тележку, чтобы можно поднимать вот этого. Конечно, раньше этого не было. Так. А вот тут на втором этаже тут была большая, здоровенная столовая. Представляете, да, какая столовая была здесь? А первый этаж, это здесь кабинет труда такой большой был, там куча станков стояла. Куча, всякие разные слесарные станки. И там, вот, короче, мастерили дети, ну, мальчики обучались труду вот этому. Учили там и сверлить, и строгать, и табуретки. Короче, полный набор инструментов был. Ну да, аккуратненько, и все чисто. Да. Ну что пандемия, никого нет вот. И единичные окна. Там охранники или кто. В коридоре, похоже, свет. А вот здесь на втором этаже, тут учительская, по-моему. А первый этаж вот здесь вот. Там раздевалка, переодевалка. Такие все масштабные, конечно. Ну, школа рассчитана, конечно, на большое количество детей. Вот этот район, он один из первых районов в городе, который каменной застройки был. То есть начали строить КПДшные застройки скорее, да, КПДшные застройки. Один из первых районов был. То есть вокруг были деревяшки, а тут уже стали вот эти вот дома строить. Вот эти четырехэтажные. Комбинат сделали же под Якутском ДСК, домостроительный комбинат, который стал делать вот эти плиты. Плиты, вот тоже дом того времени. Плиты стал делать. И из этих плит вот крупнопанельное домостроение. Вот. Так вот плиту ставят, и уже тебе полностью стенка есть. А здесь вот это уже более поздний дом. Так, идем. Да, ну и вот этот райончик, он был один из первых, где в городе стали дома вот эти вот строить. Потом уже, конечно, все больше и больше. А раньше вокруг тут деревяшки одни были. Деревяшки. Как где-то там, не знаю, на 17-м квартале сейчас в Якутске. О, а тут что такое? Смотрите, у него это пыхтит. Там машина внутри стоит. Похоже, да? Что-то дофига дыма-то идет, а? Может там майнинг ферма какая-нибудь? Майнер деньги добывает. Говорят они, чтобы это... ну, не в помещении, а вот в гаражах делают. Тут тоже, смотрите, пыхтит.
как печка. Ну, они говорят, вот эти майнеры, они выносят в гаражи. Но у нас, я не знаю, у нас невыгодно. У нас электричество дорогое, поэтому майнить не очень выгодное дело, занятие. Так, вот здесь можно пройти, кстати, смотрите. Перехода интересно. Так, вот здесь мы выходим. Смотрите, стена какая здоровая. Думаете, где мы вышли? Так. Так, почитаем комментарии. Пока думаете, где я вышел. Тим, осторожнее с соломой. Да. Ужасно людей сбил. Да. Когда путь держите? Куда путь? Ну, я гуляю. Привет, Эрлан. Асанкожоев. Ага. Привет. Бродим, просто ходим. Черный ленд. Краузер сбил моего одноклассника. Это было ужасно. Печально, да. Аленкмел. Тима, если не знаешь, это не значит, что этого нет. Ну, возможно, да. Ну, везде. Ну, у нас, по-моему, меньше всяких разных насекомых, вот всяких водится, потому что у нас холоднее. И все промерзает, оно все эти микробы-то вымерзают за зиму. Тима, телефон не заморозь, а то вырубится. Ну, что делать? Что делать? Приходится жертвовать тут телефоном своим, чтобы стримы поснимать. А это, думаете, что такое? Что за стена? Большая такая вот еще. Здесь покажу вам. Вот здесь вот. Могу даже здесь показать. Это мы дворец культуры с задней стороны находимся. Это, короче, у них там зал. И вот это вот. Ой. Так. Сейчас это Дружба народов. Дружба народов называется. Так, мы сейчас куда пойдем-то с вами? Блудим. Ну, просто ходим, смотрим, что прямо. Тут гараж стоит, вот там какой-то дом. Что за дом, интересно? Вот не знаю, что за дом. Что там? Живут люди или что здесь? Вот я вижу, тут они подметают. Никаких вывесок, ничего нету. Так. Это дворец культуры. Сейчас это дом дружбы народов Кулаковского. Вот там у них тоже актовый зал. И сейчас смотрю, смотрите, все, ничего, свет не горит вообще. Тишина и покой. Да. Когда-то это здание горело. Там, короче, крыша обвалилась. Вот где, короче, загорание произошло в зале, в самом большом зале. И крыша обвалилась, и, короче, его очень долго не могли, короче, привезти, отремонтировать. И он сколько-то лет 5, что ли, стоял просто так вот, так, куда едете. А здесь сейчас вот гаражи здесь такие теплые. А раньше здесь была такая здоровая лужа, большая лужа, на которой можно было вот весной или когда там много воды было, или даже летом на таких щитах деревянных плавать. Было прикольно. Так, тут у них заезд вот такой вот. Сейчас вот поднимемся. Да, здоровое здание. Тут, вот, кстати, вот это вот пристроили, они что-то уже позднее, конечно. Ой. Ступеньки нечищенные. Вот из-за этой пандемии тут она, по-моему, закрыта. Как общественное место его закрыли. Тут, по-моему, нифига не работает. А тут располагались разные студии, я знаю, вот этот, как он, детский танцевальный тетрис находился. Ну, довольно интересно, они выступали, даже какие-то представления делали.
по всему миру ездили. Смотришь. А сейчас черт его знает, что там. Уже который, второй год, да? Было в этом году, что-то там не было, я даже не знаю. Но раньше мы сюда постоянно на елку ходили. Сюда. Вон напротив там дом быта. Смотрите. А тут что такое? А, не смотрите, додумались елку прямо в это поставить. Смотрите, как он такой. Нормально, да? А если не закончил стрим? Нет, еще нет. Ну, у меня телефон уже начинает подмерзать. Я вижу по экрану, что у него так медленно уже двигается. Ну вот вам сверху можно снять. Вот этот дом недавно построили. Улица Дзержинского это. Вам улицу Дзержинского снимаю. Сверху. Вот так это все выглядит. Еще гирлянды. Украшения такие, елки стоят. Вот. Это фасад. Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского. Раньше был дворец искусства или что-то. А, дворец культуры был. И тут была библиотека на первом этаже. Вот, кстати, у них вот это вот место для рекламы. Баннеры тут вешали, когда какой концерт. И пусто. Представляете, да? Вот что пандемия делает, а? Кошмары какие. Ой, ужасно. То есть никаких представлений, ничего нету. Хотя тут все так в целом освещено. Ну-ка пойдем почитаем, что там пишет. Кстати, красная дорожка. Ну как-то он еще функционирует. Уважаемые посетители. QR-код для посещения. Ну да, что-то работает, но надо эти коды. Потом детские, наверное, вот эти закрыты. Массовые все. Вон там напротив остановка, видно, да? Вот там автобус останавливается прямо. Дом быта называется. По-моему, остановка, что ли? Так, тут еще, кстати, тоже, смотрите. Елки у них. 28 января. Красиво, да? Заряд 10%. Ё-моё. Да, никаких афиш нету, ничего. Так. У меня телефон замерзает. Всем пока, весело провела время с вами. Удачи. А если пока-пока, я тоже заканчиваю же. В эти дни погода более-менее без тумана. Там, где весна, там где-то весна, глазки высунула. Еще февраль, и опять все по новой покататься на лыжах тепло же. Ага. Ну ладненько, наверное, тоже я. Потому что у меня уже телефон замерз. Я, конечно, извиняюсь, что так быстро. Ну, вот сегодня пятница, как бы. Впереди праздники новогодние. Смотрите, как красиво здесь. Да? И будем заканчивать стрим с вами. Ага. Ладно, все, давайте. Всем приятных выходных. У меня есть вообще в планах еще один стрим сделать, интересный. Вот, возможно, ага, на выходных сделаю как-нибудь. Так что до встречи на канале. Всем пока. Завершить трансляцию. Окей.